فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. Хвала Аллаху, Господу миров! Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш господин Мухаммад – его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина и любимца Мухаммада, его семью и сподвижников. О рабы Аллаха! Я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь же Его и повинуйтесь Ему, ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Всевышний говорит, свят Он и велик: «Вы все держитесь крепко за религию Аллаха и не разделяйтесь». В этот непростой период для всех нас верующие крайне нуждаются в том, чтобы практиковать данное повеление Творца. Держаться единства, сторониться разрозненности и раскола, проявлять доброту, сострадание и милость, придерживаться благого нрава и воспитывать свои семьи в рамках ислама. В другом аяте говорится: «О верующие, когда вы встречаете отряд, то будьте стойкими и много поминайте Аллаха, чтобы обрести успех». Данный аят велит сражаться с отрядом неверующих, которые вышли против мусульман. Есть разные виды сражения. Некоторые сражаются с оружием в руках, рискуя своими жизнями, некоторые имуществом, а другие – мольбой за сражающихся мусульман. Наша обязанность – это проявление терпения, мольба за наших братьев и поминание Всевышнего Аллаха. Дальше в Коране говорится: «Подчиняйтесь Аллаху и Его посланнику и не спорьте, иначе вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливы, поистине Аллах с терпеливыми». Сегодня мы, чеченский народ, по милости Аллаха живем в благоденствии и безопасности. А закон Всевышнего таков, что Он не меняет положение людей до тех пор, пока они сами не изменятся. Он, свят Он и велик, говорит: «Поистине, Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя». Если мы и дальше желаем, чтобы Всевышний не лишал нас благоденствия и благополучия, в которых мы проживаем, то обязаны проявлять за это благодарность, которая должна выражаться в праведности, совершении благих дел и следовании религии Аллаха. Это и есть залог дальнейшего успеха и помощи от Аллаха. Наблюдая за болезненной картиной в Палестине, мы видим, как Всевышний Аллах испытывает некоторых из своих рабов. Положение в Палестине не может оставить равнодушным ни одного искреннего верующего. Если заявляющий себя мусульманином человек не находит в своем сердце жалости и сострадания к своим притесненным братьям по вере, то пусть поразмыслит над своей верой, если она у него вообще. Сегодня партии неверующих, самые лютые враги ислама в лице Америки, Англии и их прихвостней, вышли против малочисленной группы мусульман в секторе Газа, площадь которого составляет не более 40 километров. Они расположили свои корабли вблизи Газы и начали бомбить данный участок. Как же был прав посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, когда хвалил муджахидов Палестины, говоря: «Самый лучший джихад – это охрана границ, а самая лучшая охрана – та, что в Аскалане». Аскалан – это нынешний сектор Газа. В другом хадисе сказано: «Среди моей общины всегда будет существовать группа людей, которая будет придерживаться истины и которой не навредит тот, кто оставит ее без помощи». Его спросили, кто эти люди, на что он ответил, что это жители Палестины. Лидеры самых безбожных и человеконенавистнических стран собрались в Израиле против мусульман. Но, по воле Аллаха, конец их будет таков, что Божья кара настигнет их всех вместе. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, и его сподвижники также подвергались испытаниям на пути своей религии. Они подвергались гнету, мучениям, смерти и в конце концов были вынуждены покинуть свои родные края и переселиться в Медину ради того, чтобы передать нам, последующим поколениям, ту истину, за которую они так ревностно боролись. Наша обязанность в этот непростой период – единство и сплоченность, мольба к Аллаху за наших братьев и, в частности, посещение ночных молитв ат-тахаджуд в главных мечетях нашей республики. Как отмечают ученые, обязанность жителей Палестины и находящихся там всех мусульман – это непосредственное участие в священном джихаде и защита своей родины, а обязанность других мусульманских стран, которые далеки от Палестины – это оказание поддержки своим сражающимся братьям по мере своей возможности.
Я хотел бы зачитать одно письмо, написанное нашим братом из Палестины, ученым, которого зовут Хамза Мустафа. Данное письмо описывает всю горечь, которая выпала на долю многострадального палестинского народа, а также побуждает нас, живущих в мирной и безопасной атмосфере, ощутить в полной мере милость Всевышнего, который наделил нас благополучием, и проявить ему благодарность за это. Этот брат пишет: «Я хотел, чтобы вы знали, что как-то я со своими 3 друзьями нашли лук и поделили его между собой. Также хотел бы вам поведать, что я нашел 3 литра воды после 10 дней, в которых я не имел воды, чтобы даже просто помыться. Знаете также, что я проснулся в один день, думая, что это пятничный день, а затем узнал, что пятница прошла аж 2 дня назад. Мы берем соленую воду и добавляем в нее сахар, чтобы в какой-то мере утолить жажду. И, наконец, знайте, что наши братья-арабы оставили нас без помощи». Один старец, который потерял своих близких в священном джихаде, встал над трупами павших шахидов и произнес: «Сообщите, о посланник Аллаха, твоя община оставила нас без помощи в Газе. Пусть Всевышний Аллах одарит их победой и разгромит партии неверующих и сатанистских государств». В завершение проповеди мы хотели бы упомянуть важную деталь. Когда в этой мечети совершается заупокойная молитва за мусульманина, мы видим, как некоторые люди сидят и не присоединяются к молитве. Когда завершается дополнительная молитва, некоторые также отсиживаются и не встают на намаз с другими молящимися. Когда возносится мольба, часть людей сидит в стороне с опущенными руками. Так вот, все эти проявления разрозненности – не что иное, как последствия ваххабистской деятельности и их влияния на мусульманскую среду. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сообщил, что верующий не поднимет свои руки для мольбы к Аллаху, кроме как получит ответ на свою мольбу. Это постановление, несущее общий характер и не ограниченное каким-то конкретным местом и временем. Ибо в шариате есть доводы, которые содержат постановления, охватывающие около 1000 вопросов, а также есть доводы, касающиеся конкретных моментов. Все это постигается путем изучения шариатских наук, а незнание всего этого приводит к великой смуте и расколу. Все эти утверждения и решения авторитетных ученых нашей общины. Я провел 9 лет в Сирии, посещая уроки разных великих ученых той местности. Все они поднимали свои руки при мольбе, а затем протирали ими лица и тому подобное. Наше постановление молодежи: не будьте столь уверенными в своей правоте и заблуждении тех, кто вам противоречит. Не обвиняйте других по своему невежеству в заблуждении и новшестве. Любимец Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: придерживайтесь общей массы мусульман. Пусть Господь миров укрепит нас на правильном пути.